Раскрыт огромный обман правительства. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как, несмотря на свою преступную деятельность, Эмомали Рахмон продолжает проводить показательные заседания. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Ни одно из государственных секторов Таджикистана не получило предусмотренные госбюджетом средства в полном объеме. По оперативным данным Министерства финансов страны, на начало мая госсектора финансировались в среднем на уровне 52% от предусмотренного. Высокий процент исполнения финансирования приходится на топливно-энергетический комплекс – почти 67%, промышленность и строительство – 64,5%. Меньше всего средств получили транспорт и коммуникации – почти 41% от предусмотренного. На развитие топливно-энергетического сектора направлено более 1,5 миллиарда самани. Данная сумма составляет почти 18% от общего размера расходов госбюджета на начало мая этого года. Отмечается, что расходы госбюджета за январь-апрель составили более 9 миллиардов самани. Процент исполнения госбюджета составил 57,6% от предусмотренного. Как вы относитесь к тому, что правительство обещает, но по факту не делает? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел 30 июня заседание правительства страны, в начале которого был заслушан отчет председателя района Абдурахмани Джами Хатлонской области о ходе выполнения Конституционного закона Республики Таджикистан о местных органах государственной власти и закона Республики Таджикистан об органах самоуправления поселков и сел. Было подчеркнуто, что программа социально-экономического развития района Абдурахмани Джами на 2021-2025 годы включает в себя 177 проектов общей суммой 226 миллионов самани. В районе реализуется 7 государственных инвестиционных проектов, сумма которых составляет $5,5 миллионов США. Глава государства также поручил устранить недостатки, полностью и своевременно реализовать доходную часть бюджета, сократить налоговую задолженность, обеспечить целевое использование бюджетных средств, своевременную выплату заработной платы, пенсий и других денежных льгот, эффективное целевое использование земли, увеличение объема производства и принятие конкретных мер по развитию сельского хозяйства, промышленности и тем самым созданию рабочих мест. Затем на заседании были обсуждены план работы правительства страны на второе полугодие 2022 года и вопрос празднования 35-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. Самое время, только отметили 30-летие. В конце заседания президент страны Эмомали Рахмон дал конкретное поручение правительству, исполнительным органам государственной власти, областей, городов и районов и другим государственным структурам по своевременному и эффективному выполнению предыдущих указаний и поручений правительства Республики Таджикистан, очередного заседания правительства, расширению созидательных работ в честь 35-летия государственной независимости, сбору урожая, экспорту продукции, достаточной заготовки продовольствия, всесторонней подготовки к предстоящему зимнему периоду, заготовки горючего в объектах социальной сферы и регулярному обеспечению населения электрической и тепловой энергией. Как вы относитесь к тому, что у нас в стране налоги с граждан сдираются в первую очередь, а нормального финансирования у нас в стране нет? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!